Рамадан на канале Аль-И'тисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, дорогие мусульмане, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вот заканчивается у нас первый Рамадан, и ждем первые радости, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам обещал. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для постящего человека есть два радости. Первая радость, когда он уже урза отпускает, уже радуется, кушать можно. Вторая радость, иншааллах, судный день, когда мы встретим Аллаха Субханаху ва Тааля. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет ваш первый пост. Вот тот, который халатно относился и не постился сегодня, покайся, пока не поздно. Покайся, вернись к Аллаху Субханаху ва Тааля, начни сегодня же поститься. Иншаллах, сегодня наш разговор будет про достоинство уразы. Не месяц уразы, именно про ураза. Мы вчера рассказали достоинство месяца уразы. Иншаллах, сегодня про ураза. Про ураза и постящихся людей Аллах в Коране напомнил в своем аяте и говорит: «Инналь муслимина валь муслимат, валь му'минина валь му'минат, валь канитина валь канитат». Поистине для мусульман и мусульманок, и верующим мужчинам, и верующим женщинам, для покорных мужчин и покорных женщин, вассадикина вассадикат, правдивых мужчин и правдивых женщин, вассабирина вассабират, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, которые терпят на пути Аллаха в поклонениях, валхашиина валхашиат, богобоязненных мужчин и богобоязненных женщин, валмутасаддикина валмутасаддикат, которые дают пожертвования, садака на пути Аллаха мужчин и также дающие садака женщин. Вассаимина вассаимат, вот те, которые постящие мужчины и постящие женщины. Вальхафизина фуруджахум вальхафизат, те, которые сохраняют свои целомудрие мужчины и также женщины. Ваззакирин Аллаха кафиран ваззакират, те, которые поминают Аллаха много, и мужчин, и поминают Аллаха женщины. Что им будет, этим людям? Аллах Субхану ва Тааля не различил здесь ни мужчин, ни женщин, каждое поклонение. В конце говорит: «А'адда Аллаху лахум магфиратан ва аджран азима». Аллах приготовил для них магфира, прощение грехов, ва аджран азима, и очень большое вознаграждение. В другом аяте Аллах в Коране говорит: «Ва антасуму хайрун лакум». Если вы будете поститься, это будет для вас благо. Это в аятах очень много хадисов есть про достоинство поста, достоинство уразы. Некоторые хадисы сейчас мы расскажем. Из этих достоинств Аллах Субханаху ва Тааля дает вознаграждение за уразу, за пост без ограничений. Представляете? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: для постящего есть два радости. Еще запах благовония. Чем это запах? Когда человек постится, не кушает, чуть неприятный запах уходит изо рта. Это запах у Аллаха более хорошие, красивые, чем запах мискуса. Хадис, который передает Абу Хурайра ради Аллаху анху, он говорит: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это хадис называется хадис аль-Кудси, потому что пророк говорит, что Аллах сказал: каждое деяние сына Адама для него, кроме пост. Поистине это пост, это для меня, и я буду вознаграждение давать за это. Имеется в виду, каждое деяние можно показуху делать. Намаз могу я для показуху делать, перед людьми красиво делать, стараться красиво. И даже садака могу для показуху делать. Ну, ураза невозможно. Я могу перед людьми показать, ураза держу, но не держать. А ураза только для Аллаха Субханаху ва Тааля. Там невозможно показуху быть, показать. Ва ана ажди бихи.
я, говорит, дам за это вознаграждение без ограничений. Вассияму джунна. Пост, ураза, это является джунна, щит, который тебя защищает от огня ада. От огня ада. Пост не даст тебе, чтобы ты попал в ад, и она будет для тебя защитой от огня ада. فإذا كان يوم صوم أحدكم, когда у вас день поста каждого, فلا يرفث, пусть не будет говорить плохие слова, сквернословие, пускай сохранит свой язык от сквернословия. Этот день. ولا يسخب, пусть не будет громко кричать, ругать. فإن سابه أحد, если кто-то даже вас поругает, вас обзывает, кто-то даже вас оскорбляет этот день, когда ты постишься, или даже с вами хочет сражаться, с вами драться хочет, что делать? Фалиякуль. Скажи, я являюсь человеком, который пощу сегодня. Тем, в чьих руках находится душа Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк говорит, запах постящего человека изо рта атяб. Хороший, красивый, говорит, у Аллаха субхану ва тааля, чем запах миска. Самый лучший запах раньше был это миск. Чем это запах мискуса, говорит, у Аллаха субхану ва тааля, запах, который выходит изо рта, лучше. Валиссаими фархатан, для постящего человека есть два радости. Яфрахухума, который он радуется. Иза афтара фариха бифитрихи, когда он ураза отпускает, он радуется своим фитром, едой, которую он кушает. Когда он встретит Аллаха субханаху ва тааля, тогда тоже он радуется за свой пост, за то, что он держал. Как сказал хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалам, ураза является саум джуннату минаннар, это щит от огня ада. Как щит, когда тут сражение, раньше было щит, чтобы тебя защищали от копья, от удара меча, от лука. Этот ураза тоже тебя защитит из огня ада. Пост вообще, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалам, кто один день на пути Аллаха постится, ради Аллаха, кто один день постится, Аллах субханаху ва тааля его лицо отодвинет от огня ада на 70 лет. За один день на пути Аллаха, кто постится. Ураза – это причина, чтобы человек вошел в рай. Хадис, который передал имам ан-Насаи от Аби Умамата, ради Аллаху анху, он сказал, я, говорит, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, о посланник Аллаха, скажи мне деяние, которое мне будет полезно в судный день. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, алейка биссом, ты держись, постоянствуй сом, поста, обязательный пост, сунна пост, постоянно пост держи, фа иннаху ла мисалах. На это подобный другой деяние нету, говорит. И также пост и Коран судный день придет заступником для человека. Кто постился, пост придет для него судный день заступничать, и также Коран. А это вместе мы можем оба объединить. Читать Коран, постоянствует чтением Корана и поститься. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит хадис, который передал Абдуллах ибн Амр, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, ас-сияму вал Коран. Пост, ураза и Коран, они будут заступничать, ходатайствовать для раба в судный день. Ураза скажет, о мой Господь, я его остановил от еды, от своих страстей, которые было запретно, когда пост держишь. Сделай меня для него заступником. Прими мой заступничество. И также Коран говорит, о мой Господь, я его ночью запретил спать. Он мне ночью читал, сделай для него заступником, чтобы он не вошел в ад. И Аллах субхану ва тааля принимает их заступничество. Они оба просят, и ураза просит, и Коран просит заступничество у Аллаха субхану ва тааля, и Аллах принимает это заступничество. Мы можем про ураза очень много хадисов рассказать,
очень много достоинств рассказать, но то, что мы сейчас рассказали, этого для нас хватает. Из-за этого поститесь, о мусульмане, о Аллах, поставь нам для благословения Рамадан месяца и дай нам силу, чтобы мы его постили днем и ночью выстаивали его в том образе, который ты будешь доволен от нас. О Аллах, прости нам наши грехи. И прости наши грехи, о Аллах, прости наши грехи и грехи наших родителей и всем мусульманам и мусульманок по Твоей милости, о милостивый и милосердный. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد. Дорогие братья-мусульмане, сейчас этот момент, который Аллах Субхану ва Тааля принимает дуа, когда вы руза отпускаете, поднимите руки и просите прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, и просите победу для мусульман, которые находятся под угнетением в данный момент, Газа, и также наши братья уйгуры, которые находятся под угнетением, и братья Шами, и остальным мусульманам просите дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля вернул их к своей религии, чтобы им дал победу. Пусть Аллах примет и ваши, и наши дуа. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.